Коллеги, доброе утро. Рад вас всех видеть, поблагодарить за вашу деятельность в нашем якутском отделении Русского географического общества. То, что сейчас делает Русское географическое общество, безусловно, имеет огромное значение, особенно сейчас, когда патриотизм, преданность Отечеству определяет гражданскую позицию каждого из нас. Именно с познания истории, с познания географии своей территории, с истории освоения родного края, нашей России начинается любовь к родине, начинается воспитание подрастающего поколения настоящими патриотами. Прошедший 22 год, безусловно, был для нас всех очень важным. Мы широко отметили столетие автономии Якутии, 390 лет вхождения Якутии в состав российского государства, 390 лет города Якутска. К этим событиям реализован ряд значимых проектов, среди которых поистине, на мой взгляд, уникальная экспедиция на остров Беннета, архипелага Делонга, также экспедиция «Вилюйский путь» в рамках проекта «От Московского царства к Великой Российской державе», который мы реализуем совместно с Русским географическим обществом к 400-летию вхождения Якутии в состав российского государства. Проведена экспедиция на реке Толба по изучению места обнаружения первой на нашей планете кембрийской нефти, изучены петроглифы на реке Марха, состоялись восхождения на безымянные вершины хребта Сунтар-Хаята с целью присвоения им имен в честь выдающихся государственных деятелей, основателей нашей республики и основоположника якутской литературы Алексея Ильича Кулаковского. К столетию республики отделение вместе с авторами выпустило ряд интереснейших книг. Началась юридическая уже процедура имя наречения географических объектов на территории нашей республики. Такая работа, к сожалению, в силу ряда причин у нас десятилетиями многими уже не велась. Ярко и содержательно республика была представлена на 5-м фестивале Русского географического общества. Нашу экспозицию и в целом вот День Якутии на основной сцене фестиваля по подсчетам организаторов посетило почти 70 тысяч человек. А наш фильм «Дойти до края. Сибирский континент» стал единственным фильмом от региональных отделений Русского географического общества, который был показан на главном экране фестиваля. Мы сегодня о работе над этим, другими проектами заслушаем председателя нашего отделения Александра Горохова, другие выступающие будут. Нужно отметить, что наш попечительский совет довольно активно функционирует, в его состав входят и новые члены. Сегодня хотел бы представить нового члена попечительского совета Дмитрия Анатольевича Громова, генерального директора Агентства по развитию туризма территориального маркетинга. Сегодня мы, конечно же, должны уделять большое внимание развитию туризма как одной из важнейших отраслей экономики. В этом отношении наше отделение, на мой взгляд, тоже должно играть более широкую, большую роль. Сегодня также мы узнаем о планах отделения, которому в этом году исполняется 110 лет. Я думаю, что мы должны достойно отметить эту дату, провести ряд юбилейных мероприятий. Вот сейчас только ознакомился с историей, скажем так, основания нашего отделения. Достаточно долгий, непростой путь был пройден. Вот. И, конечно же, я считаю, что это мы должны и популяризировать, и рассказывать. Выдающиеся люди Якутии своего времени стояли у истоков основания отделения Русского географического общества здесь, в Якутии. Сегодня в 9 районах у нас действует местное отделение. Нам, безусловно, нужно расширять эту географию. Действует молодежный клуб, и это направление, конечно же, является одним из приоритетных. Нужно растить достойную смену якутян, инициативных, увлеченных изучением родного края, настоящих патриотов нашей Родины. Сегодня также по доброй традиции вручим награды отличившимся членам общества, а также членские билеты новым членам Русского географического общества. Если нет возражений, предлагаю начать работу по повестке, и слово для доклада о работе отделения в 2022 году, планах на 2023 год предоставить председателю нашего отделения Александру Васильевичу Горохову. Александр Васильевич, пожалуйста. Глубоко уважаемый Александр Сергеевич, уважаемые члены попечительского совета, приглашенные, я представлю вашему вниманию краткую информацию о
итогах деятельности нашего общества в 2022 году и, конечно, поговорим о планах 2023 года. В юбилейном году для нашей республики мы провели ряд очень масштабных мероприятий, Алексей Сергеевич об этом упомянул. И, конечно же, это прежде всего мы говорим о тех мероприятиях и экспедициях, которые оказали вызвали наиболее общественный резонанс. На сегодняшний день у нас 464 человека нашими членами, и каждый день они пополняются. Сегодня мы примем в наши ряды общественников, энтузиастов и людей с активной гражданской позицией в наше отделение. Один из таких экспедиций, которые тоже были вызваны той темой, которая в прошлом году отмечалась столетием нашей республики. И, конечно же, экспедиция на хребет Сунтар-Хаята, посвящение столетию образования СССР. И были названы пики. Впервые наши альпинисты, энтузиасты подняли на эти пики. И именами отцами-основателей нашей республики были названы 4 пика. И сегодня проводится работа для того, чтобы им уже официально на уровне федеральных документов, нормативных актов присвоить имена Аюнского, Барахова и Амосова. Экспедиция на остров Бенето, о том, что сейчас уже упомянул Алексей Сергеевич, экстремальная экспедиция, которую нам удалось завершить уже на 3-й год. Предыдущие года нам, к сожалению, мешали пандемии и другие обстоятельства, но тем не менее наши герои и смельчаки добрались до острова Бенето, поставили там научную станцию, якутский балаган в виде спасательного депо. И, конечно же, я думаю, что эти мероприятия мы в дальнейшем им продолжим. Один из самых масштабных и самых таких мероприятий, экспедиций, которые вызвали большой резонанс, это же, конечно же, конный переход экстремальный от Полюса Холода до Белокаменной. И здесь надо отметить, что во всех регионах, где проходила эта экспедиция, конный переход, принимали участие все отделения Русского географического общества с большим энтузиазмом, проводились встречи с населением, проводились встречи с земляками, были выступления на телевидении, были выступления на СМИ и на разных таких народных фестивалях или мероприятиях. Конечно же, этот проект, он оказал очень значимое мероприятие в одном только регионе, где проводились эти мероприятия, где-то около более 1500 человек посетили мероприятие данной экспедиции. Этот конный переход завершился, и он так удачно подошел. Ну, конечно, мы так спланировали на 5-й фестиваль Русского географического общества, который проходил в парке Зарядье, рядом с Кремлем. Вы знаете, где это все находится. Наш павильон традиционно был один из самых таких колоритных и самых таких значимых с точки зрения масштабов. И стоял он на самом таком видном месте, у роса якутская стилизованная. И, соответственно, там принимал участие Дугуйдан Винокуров. И здесь надо сказать, что эти мероприятия посетило более 60 тысяч посетителей. И надо сказать, что данное мероприятие, которое проходит 2 раза в год, также является нашей опорной точкой для того, чтобы показывать и рассказывать о нашей республике. Экспедиция от Московского царства и к Великой Российской державе, Вилюйский путь. Эта экспедиция тоже на катамаране была пройдена от Светлого по реке Вилюю до Якутска через устье реки Вилюй. Конечно же, она была посвящена тем первопроходцам, которые проходили по этому пути и были отмечены как исторические пути. Очень важный момент. Мы издали к столетию СССР 3 книги. Я считаю, что эти книги очень важны с точки зрения нашей исторической памяти. Первая книга – это о тех якутянах, которые участвовали в
Первой мировой войне, георгиевские кресты и те ветераны, которые были из якутян, участвовали в Первой мировой войне, они, конечно же, были незаслуженно забыты, и мы эту историю восстанавливаем. И здесь находятся также люди, которые занимались этим, что называется, вплотную. Очень интересная книга. Это топонимы населенных пунктов республики, более 500 населенных пунктов, и каждое название населенного пункта развернуто в виде вот такого своеобразного толкового словаря. И эта книга такая стал бестселлером наших изданий и, конечно же, наверное, сразу превратился в такую библиографическую редкость. Третья книга посвящена нашему отцу Алексею, священнику якуту, который родился на севере и потом дослужился до священника крейсера «Варяг», и, соответственно, он был человеком очень просвещенным и провел очень неординарную жизнь. Спустя 120 лет на грант Русское географическое общество, спасибо, конечно, нашим коллегам из Национальной библиотеки, которые подали грант и выиграли, и издали второй том книги Серошевского «Якуты», и он был в архивах, до сих пор лежал, что называется, на архивных полках, не был издан. И вот в этом году мы уже, вернее, Национальная библиотека уже презентовала, и мы очень рады, что этот проект был сделан на грант Русского географического общества. Один из мероприятий, которые проводятся в разных ипостасях, будь то это какие-то конференции, будь то это какие-то экспедиции и встречи с населением, это проект «Пути великих свершений». Под руководителем Георгия Ильича Никонова в этом году этот проект еще ознаменовался тем, что был снят фильм про Дежнева, и этот фильм был действительно продемонстрирован в фестивале Русское географическое общество в Заряде. Экспедиция на Суруктах-Хая, реки Марха. Здесь вы видите на слайде, как проводится цифровизация, как эти уникальные записи увековечиваются. И, конечно же, эту работу надо продолжить. И здесь вот видите, что стоит аппарат нефтедобывающий комплекс, скажем так, который впервые был применен в нашей республике. Тогда еще, конечно же, очень такая передовая была технология. И он до сих пор там есть планы как-то по восстановлению и по изучению истории этого аппарата. Очень масштабный проект начинается в Татинском улусе по инициативе местного отделения администрации. Был проведен фестиваль «Иисусас». И этот фестиваль, в виде фестиваля, конечно же, он посвящен материальному наследию нашего народа. Если Эсэ-Халонха – это нематериальное наследие, то мы здесь планируем, конечно, вместе с администрациями улусов проводить этот фестиваль и популяризировать материальное наследие нашей республики. Просветительские образовательные проекты для детей, для широкого круга населения проводились очень много, в том числе нашими энтузиастами. И фотовыставка «Самая красивая страна», и эти все наши мероприятия, которые были проведены в 2022 году. Основные мероприятия 2023 года, это уже вот на днях буквально стартует тоже супер экстремальный конный переход дорогами великих предков. Дугуйдан Винокуров планирует пройти от Ичугая, от Имаконского улуса до Семчана. Туда примерный маршрут 800 километров, и при этом Дугуйдан планирует, конечно же, эти все провести этот конный переход в рамках, ну, скажем так, популяризации опыта наших предков и применения новых технологий к современных условиях.
Мы также продолжим изучение изображений наскальных рисунков Суруктах-Хая, Магаданской области. Я думаю, что эта работа, вот то, что мы начинаем, уже будем продолжать дальше. Экспедиция на Сунтар-Хаята также планирует озеро. Это озеро уникально тем, что оно очень глубоководно и очень мало изучено. Этот, конечно, научный пробел нам с вами всеми вместе надо отрабатывать и смотреть, потому что такое уникальное озеро, ну, на самом деле, оно недалеко от города Якутска, да, при соответствующей технике можно доехать там за 2 дня, и, соответственно, изучение озера очень было бы интересно. Республиканские научные мероприятия, вот видите вы на слайде, мы также, конечно же, будем продолжать эту всю работу. И хотел обратить внимание на сеть научных станций, которые мы планируем развивать. Спасибо Анатолию Николаевичу. Северо-Восточный федеральный университет нынче запланировал поездку на озеро Лабанкыр студентов для проведения летних экспедиций. И мы с удовольствием совместно вот этот проект, совместное изучение озера Лабанкыр будем развивать, конечно, в дальнейшем на регулярной основе. Вот создание научной сети, вот то, что я говорил, вот мы еще ряд этих научных станций будем смотреть на наиболее интересных, труднодоступных местах. Эту сеть мы будем дальше развивать. Мероприятие к столетию якутского отделения РГО. Вот буквально 11 числа, 11 февраля, исполнится ровно 110 лет, через вот сколько получается, через 3 дня, да, ровно 110 лет с того момента, как император подписал положение о якутском отделении Русского географического общества, ну, тогда еще императорского, да, и, соответственно, выставки, мероприятия и торжественные мероприятия мы планируем все-таки провести на уровне штаб-квартиры Русского географического общества в городе Москве. Издательская деятельность также мы планируем продолжить. И, конечно же, от теми изданиями, которые здесь указаны, не все заканчивается. Если есть какие-то предложения, если есть желание участвовать в грантах, пожалуйста, мы вас приглашаем. Сергей Васильевич Карлыханов, это заместитель исполнительного директора, нам прислал вот такое поздравительное и письмо. Уважаемый Сергей Сергеевич, уважаемые члены попечительского совета, от имени исполнительной дирекции в городе Москве, от имени нашего отделения, всех его членов, разрешите поблагодарить вас за совместную работу и с надеждой на плодотворное сотрудничество в юбилейном году в 23-м. Спасибо. Спасибо, Александр Васильевич. Хотел бы тоже от себя уже поблагодарить вас за большую работу, которую вы проводите в рамках руководства непосредственно нашим Русским географическим обществом на территории республики. Много мероприятий проведено, о которых вы сейчас сказали у нас в прошлом году, начиная от беспрецедентного вот конного перехода Саймикона, который имеет сейчас продолжение. Сейчас готовится вот новый переход уже на Магадан. Вот, боялись, что в феврале будет слишком тепло, но, судя по всему, февраль у нас тоже такой настоящий, так? Да, настоящий. Поэтому, наверное, думаем, что если этот переход состоится, тоже это будет уникальное достижение. Вот. Ну и, конечно же, одно из таких замечательных событий прошлого года, я об этом уже сказал, был переход морской на остров Беннета, архипелага Делонга. Практически впервые на катамаранах совершен такой беспримерный, героический, я не побоюсь этого слова, переход. И сейчас разрешите слово предоставить как раз руководителю этого проекта, зачинателю, идеологу, человек, который многие годы вот этот проект готовился к его реализации, Николай Александрович Находкин. Пожалуйста, Николай Александрович. Уважаемый Алексей Сергеевич, уважаемые коллеги, ну, в прошлом году нам удалось завершить экспедицию, действительно уникальная, достаточно экстремальная и необычная, ну, для наших
ну, для нашей республики, вообще в стране. Экспедиция, она зародилась в голове очень давно, потому что остров Беннетта, он принадлежит Якутии, один из самых северных уголков нашей республики, но очень мало изученный, потому что в зимнее время там Великая Сибирская полынья начинается, ледоход, в летнее время тоже ледоход. Поэтому ни наземным, ни судами туда добраться, конечно, очень сложно. Так, как можно презентацию включить? Ну, мы провели эту экспедицию, да, на надувных судах, потому что ну, в республике нет у нас таких судов морского класса в таких высоких широтах, которые могли бы работать. А аренда из Мурманска — это очень было дорогое удовольствие, поэтому мы ну, использовали самодельные надувные катамараны, которые показали свою эффективность. Мы в прошлом году начали с Нижнеянска, продолжили путь, который в 2020 проложили. И команда составляла у нас 8 человек на 2 надувных судах. 18 августа мы начали путь, и мы прошли путь такой же, как шел Александр Васильевич Колчак 120 лет назад. Но он шел, в основном по льду тащил лодки, а мы показали изменение климата, на надувных судах прошли несколько океанов, морей, проливов. Достаточно такой экстремальный вид, скажем, был экспедиции. Мы иногда видели друг друга, когда оба поднимались на волну и махали друг другу, как бы понимая, что все идет по плану. Очень удивился нашим ребятам, никто на море не был, но они подчеркивают как раз характер северян, да, что все открытия, которые совершались в Российской империи еще, на Аляску, Калифорнию, Камчатку, Приморье, они никак не могли обходиться без проводников, без местных жителей. Мы впервые в мире на надувных катамаранах побывали на 5 островах Ледовитого океана и днями, сутками не видели земли, но этого стоило. Вот когда мы подошли к острову Беннетта, он 400 метров высотой, но мы с 20 километров его не видели, потому что там вода теплая, она парит, как на ТЭЦ. И неудивительно, что землю Санникова там искали очень долго. И мы настолько увлеклись этими пейзажами, там и моржи, белые медведи, все что угодно было. И когда наступила темнота, мы с трудом пристали, потому что берега крутые. Мы нашли маленькую одну бухту и там остановились после на 5-е сутки. И здесь вот интересный момент. Да, остров, он явно, у него вулканическая активность есть. Вот такие шлейфы дыма выходят время от времени. И обратите внимание, он не из самого острова уходит, а из воды. И как раз на правом снимке, да, вот красная звездочка, наш лагерь стоял. А буквально в 3 километрах там место, которое растет морское дно, откуда шлейфы выходят. И мы посчитали, если он в метр в год растет примерно, то думали, на обратном пути заглянем, и может новый остров там будет. Потому что глубина моря около 30 метров, и за 40 лет он мог уже торчать. Но получилось так, что мы катамаран вытащили на берег, чтобы он не шаркался об волну. Но в последний день пришла огромная волна и перевернула наш катамаран, сломала транец и утянула в море. Еле его
ну, мы вытащили его, но самое удивительное, море это было спокойным, и волна пришла, как будто вот на реке баржа какая-то прошла. Несколько волн крупных, а потом все затихло. Мне кажется, что это дыхание вот этой вершины. Но из-за того, что у нас произошла поломка, из 2 катамаранов пришлось нам собирать один, и мы, хотя имели эхолот там и подводную камеру, вот эту вершину мы не исследовали, но я надеюсь, что последующие люди это сделают. И наша экспедиция имела некоторый вот геополитический аспект, потому что некоторые сенаторы США говорят о том, что ничейные острова, это бесхозные острова, это ничейные, тем более это Делонг открывал. Но российские ученые нашли стойбище людей, так что наши предки на этих островах были намного раньше американцев. Поэтому мы не индейцы, поэтому поставили дом. И как раз к столетию нашей республики на северном окраине поставили вот Сергей, который специально готовили к этому. И, конечно, закрепили это, скажем, печатью. И привезли там, поставили поклонный крест православный. Сейчас в мире, конечно, идет конфронтация, поэтому мы показали, что остров российский. Интересно то, что мы проводили там научные исследования и впервые собрали гербарий растений. И у нас вот такой труд получился вот по научному отчету, целая книга вышла. Кстати, я поздравляю всех с Днем науки. И, конечно, каждая экспедиция, она должна порождать новые направления, новые какие-то предложения. И у меня есть предложение, да, бухту, которая выручила нас на острове Бенета. Вот обращаясь к просьбой назвать именем Любомиры. Это моя супруга, это в честь. Мужики все-таки мы для женщин еще должны делать, не только 100 лет КПСС. Здесь еще есть такой момент, да, вот изучая документы, я нашел информацию, что президент США губернатору Якутска направлял золотую шпагу. Это за помощь экспедиции Делонга. И эта шпага находится в запасниках Эрмитажа, и в принципе, ну, может быть, она могла бы быть и в хранилище в Якутске, так как имеет непосредственное отношение. И то, что я говорил, мы очень много, скажем, нестандартных решений принимали. И тот паром, катамаран, с которым мы везли там стройматериалы, он может послужить и сельским паромом, да, для того, чтобы перевести какого-нибудь Синтай там, или сельхозтехнику там, на острова, не ждать маленький тихоходный там и старомодный катерок. Спасательные технологии, которые мы испытали, они могут спасти очень много жизней и повысить комфортность людей в Арктике. И хотел бы обратить внимание, Арсений Сергеевич, да, вот морская биология очень там интересна. Вот пока мы шли, большую часть пути вот на эхолоте видны были косяки рыб. Явно там есть промышленные запасы, но не изученные. Поэтому для изучения там и по археологии, из-за того, что тундра тает, на каждой остановке, где мы останавливались, там какие-то там косточки есть. И, наверное, этот период будет длиться недолго, и те научные артефакты, которые вышли на воздух, они, конечно, быстро портятся. И, естественно, надо там усиленно как-то исследовать. И было бы очень хорошо, если бы в Якутии был морское судно, которое может и спасательную работу делать, и
туристские. И хотел бы обратиться, да, с просьбой вот участников экспедиции, спасателей, им вне очереди присвоить 1 класс. Потому что таких крутых спасателей, наверное, в Арктике, в России нету. А формально для этого им надо ехать в Вологду, учиться там месяц, для того, чтобы повысить классность. А в Вологде январская температура минус 8 градусов. Арктическим навыкам там, ребята сами могут, наверное, научить. И очень хочу поблагодарить спонсоров экспедиции. Без вас, конечно, мы не смогли бы пройти этот путь. И предваряя один такой вопрос, да, меня спрашивают, вот, Николай Александрович, какой следующий у вас маршрут-то? Вот следующий в конце февраля будем испытывать машины «Бурлак», которые с комфортом могут довести в любой уголок. Это очень важно для РГО. Вот, посмотрите, такие кадры, да, такие места становятся доступными для развития туризма. Спасибо за внимание. Спасибо, Николай Александрович. Обязательно рассмотрим ваше предложение. Вот, успехов вам в новом переходе. Ну а сейчас послушаем по итоге экспедиции на хребет Сунтар-Хаэта, которое было посвящено столетию Якутской АСР. Слово предоставляется нашему члену отделения, заслуженному путешественнику России Георгию Ивановичу Сыпанину. Пожалуйста, Георгий Иванович. Представляем вашему вниманию краткий отчет о нашей прошлогодней экспедиции по северному массиву хребта Сунтар-Хаэта, посвященную столетию Якутской АССР. Экспедиция проходила с 5 по 28 июля 2022 года. И проходила по самым живописным и суровым местам хребта. По высокогорной части хребта пройдено больше 200 километров, и по реке Сунтар прошли около 100 километров. В составе экспедиции были опытные туристы из разных клубов республики. Костяк команды и снаряжения из клуба «Орион». Мы вначале поехали с Якутска до Аймекона на такси, с Аймекона на вездеходном транспорте около, больше 100 километров по горной тундре до устья реки Кнори. И там разбили базовый лагерь на озере Кнори. С этого базового лагеря вышли на круговой радиальный маршрут в сторону Мусхаи. Дорогу переграждали бурные ручьи, такие ущелья. Было трудно, тяжелыми рюкзаками, крутые подъемы по ледникам. И мы через перевал Мусхая южный поднялись на перевал. Потом по этому гребню дошли до вершины Мусхаи. Погода была облачная, мелкая морось такая была, видимость была плохая. Мы сняли записки предыдущих восходителей, свою записку оставили. И в этот момент нам как бонус показалось чудесное явление, атмосферное явление. Это в радужном круге тень, каждый видел свою тень. Это явление называется брокинский призрак. Это
призрак как появился, так и исчез. Зато нам показались окружающие горы. Любуясь, стояли несколько минут, фотографировались и потом спустились через перевал Мусхая Восточный, уже по другому пути. Из перевал Запорожский мы вышли на красивое озеро, и оттуда путь довольно был тяжелый. Сняли записку на перевале 42-летней давности. В 1980 году группа из Запорожья записку оставила. На этом озере базировались, и с этого озера мы сделали восхождение на две неизвестные горы, которых назвали в честь основателей республики именами Максима Кирилловича Аммосова и Платона Алексеевича Аюцкого. А между этими горами и Мусхая стоит эта гора красивая, которую мы 20 лет назвали в честь Алексея Елисеевича Кулаковского. И это название, наконец-то, через 20 лет утвердили. И сейчас можно уже на карте смотреть это название. Потом мы спустились по леднику 41-му. Вот эта гора Аммосова с северной стороны. Высота больше 2800 метров. Это самая высокая гора из неизвестных гор. Потом мы вернулись на базовый лагерь и полдня отдохнув, пошли по ущелью реки Кнори на запад. Двигались по правобережной террасе, любуясь красотами цветных гор Сунтар-Хайта. Каждый километр дарил нам такие красоты. Дошли до моренных валов ледника 48. Там опять-таки базу сделали небольшую. Оттуда ходили на один день на разведку. Верховье реки Кнори окружено такими высокими горами. Легких перевалов тут нет. Мы выбрали северо-западный склон Сырка и пошли на штурм. Подъем был тяжелый, не только физически, но и технически. Применяли альпинистскую технику, рюкзаки давили на плечи. Перевал назвали Хорисонтар, под названием рек, которые соединяют этот перевал в этом месте. Спуск с применением альпинистской техники. Но завтра мы еще один перевал сделали, который мы назвали Ясный. Так, вот видно запад с этого перевала. Посетили перевал Ниткан. Это не только реки, но и региона Хабаровской края Якутии. Перевал Аметистовый, который окружает такие цветные и красивые горы. Любуясь этой красотой, спустились на реку Сунтар, по которому прошли около 60 километров. По пути встретили известных путешественников Ермакова Сергея и Галины Галкину. Потом поднялись по такому суровому ущелью на гору Палатка. Подъем был тоже довольно тяжелый. На обратном пути любовались такими водопадами красивыми. Потом спустились на устье Халтаки на базовый лагерь, базу оленеводов. Это место известно не только базой, хорошей базой, но и памятниками истории. По этому месту проходил Оранжеро-Аймяконский тракт, и имеются памятники, такие как записки на затесах.
Вот на этом зачете дерево, что живое, было написано в живом дереве тоже. Доброе пожелание путникам. 1901 год запись сделана. С этой точки мы начали сплав по реке Сунтар на катамаранах. Сплав был, по сплаву было такие препятствия, как перекаты, пороги. Но все преодолев, мы спустились на трассу, Амяконскую трассу, и поехали на такси в Якутск. Так. Также вашему вниманию хочу представить экспедиция состоялась при поддержке регионального отделения РГО, за что группа выражает огромную благодарность. И хочу еще сказать, так, покажите следующий слайд. Покажите следующий слайд. Да, на наше счастье Якутия богата не только алмазами и золотом, но и белыми пятнами на карте. Вот мы последние несколько лет искали зимой и летом один горный массив в уголку, другой слайд, в уголку Ушмайского луса. Не видно. Этот необычный горный массив, состоящий из необычной породы, состоит из нескольких монолитных скалистых гор. В этом году мы предлагаем организовать экспедицию в этот массив. В составе экспедиции могли бы вот этот массив. Это одна гора из массива. Вот дошли мы на лыжах в марте этого года, прошлого года. Хотелось бы предложить вот эту экспедицию. В составе экспедиции могли бы не только географы, геологи, биологи, зоологи. И планируется обойти весь этот массив, дать название вершинам и всему массиву. Надеемся, что попечительский совет РГО поддержит нашу идею. Спасибо за внимание. Спасибо, Георгий Иванович. Ну и вот сейчас как раз к вопросу о присвоении названий географическим объектам слово предоставляется Сахамин Милановичу Афанасьеву. Пожалуйста, Сахамин Миланович. Уважаемый Алексей Сергеевич, члены попечительского совета, географические названия – это сильнейшие памятники духовной культуры человечества. Они передаются от поколения в поколение и в течение веков, тысячелетий хранят память народа о его прошлом. Информационный потенциал названий велик и разнообразен. Хочу поблагодарить экспедиционную часть РГО, который ежегодно планово проводит экспедиции и дает нам потенциал для присвоения географических названий. В соответствии с протоколом номер 6 от 26 января 2022 года попечительского совета мы провели 2 заседания рабочих групп, в которые вошли члены и заинтересованные лица. В результате мы разработали поправки в базовый закон и приняли решение о внесении предложений по наименованию географических объектов. Первая инициатива отделения Всероссийской общественной организации Русское географическое общество в Республике Саха-Якутия о присвоении безымянной горе в системе хребта Сунтар-Хаята, расположенной на территории Аймяконского улуса, наименование пик имени Алексея Елисеевича Кулаковского поступило в парламент республики 20 мая 2022 года. На входе обсуждения было выявлено, что реализовать данный порядок о присвоении наименований географическим объектам
было затруднительно и требовало значительных финансовых средств. В связи с чем по решению рабочей группы народными депутатами был внесен законопроект в части совершенствования порядка присвоения наименования географическим объектам, согласно которым выявление мнения населения о присвоении наименования географическому объекту выражается представительным органом муниципального образования, на территории которого расположен географический объект, путем принятия соответствующего решения. Законопроект был принят 14 июня 2022 года, и теперь, согласно новому порядку, предложение РГО в настоящее время проходит процедуру рассмотрения в профильном комитете парламента, правительства Республики Саха-Якутия и муниципальном районе Аймяконский район. И ожидается, что после всех полученных заключений мы выйдем на рассмотрение пленарного заседания Государственного собрания Илтумен с принятием соответствующего постановления в феврале 2023 года. Во второй половине 2023 года мы ожидаем вторую инициативу нашего общества по наименованию безымянных гор в системе хребта Сунтар-Хаята именами основателей государственности Якутии Максима Кировича Мосова, Платона Алексеевича Юнского, а также наименованию перевала между этими вершинами наименованием столетия ЯССР. А в целом общество планирует продолжить внесение предложений о наименовании рядом стоящих пиков в системе хребта Сунтар-Хаята именами основателей государственности Якутии. Идея присвоения имен лиц, имеющих особые заслуги перед республикой, 100 географическим объектам Якутии, такими как выдающиеся сыны Якутии Алексей Кулаковский, Максим Амосов, Платон Аюнский, Исидор Барахов, Степан Аржаков, предложенная Якутским отделением Русского географического общества и поддержанная Государственным собранием Илтумен Республики Саха-Якутия, является социально значимой инициативой и внесет свой вклад в столетие образования Якутской ССР. А кроме того, послужит добрым началом движения присвоения наименований географическим объектам республики и их включения в государственный каталог географических названий. Согласно законодательству, наименования географических объектов подлежат регистрации и учету. У нас многие географические объекты, к сожалению, являются безымянными. При этом, имея народные названия, пример тому наши великие долины Эркяни, Туймада и Энцели, которые не входят в государственный каталог географических названий, то есть юридически являются безымянными. Уважаемые члены Совета, работа по присвоению названий географическим объектам начата с вашей поддержки, и, конечно, большая роль принадлежит нашим экспедиционным силам. Поэтому экспедиционные силы нам ежегодно надо поддерживать, планировать, финансировать, чтобы они делали каталог географических объектов, которым в будущем можно будет присваивать имена выдающихся людей. Порядок, алгоритм мы с вами уточнили и смело можем продолжить нашу работу. Спасибо. Спасибо, Сахан Иванович. Безусловно, очень важное направление деятельности нашего Русского географического общества. Прошу ее продолжать. Сейчас разрешите слово предоставить по результатам экспедиции на реке Толба и реке Марха Афанасию Васильевичу Мигалкину. Афанасий Васильевич, пожалуйста. Уважаемый председатель попечительского совета, я буду короток. Первое. Организации экспедиции главную помощь оказали Горохов, Соловьев и Данилов. А координатором экспедиции выступил Черноградский Владимир, министр нашей республики. Омука был ответственным за транспортное обеспечение, за транспортную логистику и работу с местным населением. Евгений Горохов отвечал за исследовательскую работу до экспедиции и после экспедиции, работая в архивах Республики Коми и Пермской области. Был снят фильм Пермской области. Потом Юрий Горохов, это сотрудник нашего университета, довольно талантливый оператор, который отвечал за фото и видеофиксацию данных объектов. Посруктакая, это река Марха,
это памятник. У нас в республике 118 выявленных памятников писаниц, где по подсчетам специалистов Николая Кочмара где-то около 5500 рисунков писаниц. И Суруктак-Кая это начинается из Верхнеуилюйского улуса, озера Тобуя. И это, там памятник включает 3 века: каменный, бронзовый и железный. Это во-первых. Во-вторых, отличает от других писаниц, это жертвенное место. Там белях, подарки от охотников, жителей, начинается где-то, по скромным подсчетам, 2-3 тысячи лет тому назад. Это пишет академик Окладников. Потом еще одна особенность. Там, кажется, имеется в наличии тюркская руническая письменность, знаки. И в декабре в городе Казань состоялся международный форум, где специалисты нашего университета, Яна Васильевна Стручкова, выступили с инициативой о включении данного памятника памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Эксперты форума все поддержали предложение якутской делегации. Ответственный сотрудник Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации Кревер отметил: Суруктак-Кая – памятник природы и культуры мирового масштаба, имеет все шансы попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому мы предлагаем включить итоговой документ этого попечительского совета Северо-Восточному федеральному университету имени Максима Аммосова и отделению РГО и Республики Саха создать рабочую группу и разработать план работы по внесению памятника наскального искусства Суруктак-Кая в список всемирного наследия ЮНЕСКО и внести на рассмотрение возможно сначала правительства МВС и совещание, совет, наверное, это решит. По реке Толба. Мы довольно 10 лет имели сведения о том, что по реке Толба находятся какие-то технические типа этих тракторов и так далее. Мы имели возможность в 2018 году поставить вот такой памятник с надписью «Слава труду» около ЖКХ. Вот такой трактор, говорят, показывали по телевизору, я сам видел, показывали президенту Путину, когда он посещал Мурманск. И там отметили, такой трактор где-то стоит около, даже боязно говорить, около $1 миллиона. Сталинис. Это более ранним, а это чуть более поздний памятник. И после этого, благодаря Сергею Ларионову и международной организации МО и ПО, точно такой же, под общим названием «Слава труду» был поставлен перед Лорбом. Тут фотографии есть «Слава труду». Поэтому мы, исходя из того положения, что на реке Толба была добыта первая кембрийская нефть на планете Земля, газета «Правда», орган Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков, информация у нас, копии есть, выступила сообщением, что добыта нефть в Якутии. И поэтому мы предлагаем проработать вопрос об установлении на территории Северо-Восточного федерального университета имени Максима Аммосова бурового станка РА-400 40 года выпуска с мемориальной плитой с именами первооткрывателей первой кембрийской нефти на планете
земля, трижды лауреата Сталинской премии Советского Союза, доктора геолого-минералогических наук профессора Василия Михайловича Синякова и проводника, охотника Алексея Павловича Григорьева. Это будет дань тем людям, которые до сих пор обеспечивают бюджет нашей великой Российской Федерации. Это благодаря нефтяникам, газовикам. И это будет памятник серии «Юлага Айкал. Слава труду». И еще раз я должен с этой высокой трибуны попечительского совета должен благодарить и Александра Васильевича Горохова, Дмитрия Ивановича Соловьева, Юрия Георгиевича Данилова и Владимира Николаевича Терноградского за помощь по проведению этой экспедиции. Это исследовательская работа и те наработки, которые мы получили, исходя из работы экспедиции, будут продолжены. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Афанасий Васильевич. Уверен, что эта работа тоже у нас будет продолжена. Благодарю всех тех, кто поддержал проект. Надеюсь на дальнейшую разработку, особенности вот Анатолий Николаевич, Северо-Восточному федеральному университету, вот по тем вопросам, которые сейчас Афанасий Васильевич поднял, по росписям на скалах, конечно же, надо работу проводить. Это очень серьезная такая тема, требующая дальнейшей работы. Так, коллеги, сейчас разрешите уже приступить к церемонии вручения наград и членских билетов новым членам нашего Русского географического общества. Начинаем церемонию вручения наград. Для вручения наград Республики Саха-Якутия приглашается глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. За оказание содействия в организации научно-исследовательской экспедиции Всероссийской общественной организации Русское географическое общество на остров Бенетта, архипелаг Новосибирские острова Восточно-Сибирского моря, объявить благодарность главы Республики Саха-Якутия Павлову Александру Кирилловичу, генеральному директору КРГ. Соловьеву Афанасию Афанасьевичу, главному специалисту по перевозкам Янского судоходного участка публичного акционерного общества Ленское объединенное речное пароходство. Мякишеву Владимиру Николаевичу, заместителю исполнительного директора по флоту публичного акционерного общества Ленское объединенное речное пароходство. Корякину Андрею Васильевичу, первому заместителю генерального директора акционерного общества авиакомпания «Полярные авиалинии». Вручить юбилейный знак «100 лет Якутской АССР» Ципандину Георгию Ионовичу, врачу-травматологу Республиканской больницы номер 2, члену Президиума Федерации спортивного туризма Якутии, руководителю экспедиции на хребет Местникову Василию Васильевичу, председателю Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Республики Саха-Якутия. Кривошапкину Евгению Александровичу, заместителю начальника управления муниципальным имуществом Аймеконского УЛУСа. Угловскому Артему Сергеевичу, инженеру-строителю Сургутнефтегаз. Ширяевой Нюргустане Афанасьевне, ведущему инженеру центральных электрических сетей Якутск-Энерго. Для вручения наград и членских билетов Русского географического общества приглашается Горохов Александр Васильевич,
председатель отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия. За личный вклад в работу по популяризации географии и развитию отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия. Благодарность Русского географического общества вручается Данилову Юрию Георгиевичу, заместителю ректора Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, заместителю председателя отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия. Петровой Александре Николаевне, научному сотруднику лаборатории криогенных ландшафтов Института мирзатоведения Сибирского отделения Российской академии наук, секретарю отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия. Долженкову Александру Алексеевичу, коммерческому директору общества с ограниченной ответственностью БРИЗ, Аймякунское местное отделение Русского географического общества. За весомый вклад в географическую науку и краеведение Республики Саха-Якутия, многолетнюю плодотворную научно-просветительскую деятельность, высшая награда отделения премии имени Семена Егоровича Мастакова присуждается Михаилу Михайловичу Чиросову, исполняющему обязанности директора Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук, доктору биологических наук. Нагрудным знаком за заслуги в развитии отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия награждается Александр Амосович Куприянов, директор Республиканской специализированной спортивной школы Олимпийского резерва в городе Покровск, председателю ДОСААФ Хангаласского улуса. За активную подвижническую деятельность в реализации крупных межрегиональных проектов отделение Русского географического общества в Республике Саха-Якутия почетной грамотой отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия награждается Борисов Егор Егорович, помощник директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха-Якутия, координатор проекта «Экстремальный конный переход». За большой личный вклад в изучение истории родного края и активную многолетнюю просветительскую деятельность почетной грамотой отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия награждается Старостина Мария Ивановна, кандидат исторических наук, почетный гражданин Среднеколымского улуса, отличник народного просвещения РСФСР, член Географического общества СССР с 1976 года. За активную жизненную позицию и содействие в реализации проектов отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия благодарственное письмо отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия вручается Мигалкину Афанасию Васильевичу, директору Музея письменности Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова, Ирине Ивановне Логиновой, индивидуальному предпринимателю. Членский билет Русского географического общества вручается Громову Дмитрию Анатольевичу, генеральному директору Агентства развития туризма и территориального маркетинга Республики Саха-Якутия. Ермакову Игорю Александровичу, инженеру общества с ограниченной ответственностью «Безопасная Арктика». Подойницыной Ирине Ивановне, профессору кафедры менеджмента финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Чариной Ольге Иосифовне, старшему научному сотруднику Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук.
уважаемые коллеги, друзья, еще раз хотел бы поблагодарить всех за большую работу, которую члены Русского географического общества у нас в Якутии в 2022 году провели. Много мероприятий проведено. Большая благодарность всем тем, кто поддерживал эти проекты. И, конечно же, я хотел бы выразить уверенность в том, что проекты в год, когда отделение у нас Якутска отмечает свой 110-летний юбилей здесь, в Якутии, да, пройдут на не менее высоком уровне. Очень рад, что проектов много, проекты все интересные, важные, конечно же, имеют под собой большую и научную основу. И, конечно же, еще раз подчеркну, что сегодня, в условиях, вот, в которых наша страна сегодня живет и работает, конечно же, вот как раз через проекты Русского географического общества вопросы патриотизма, вопросы любви к своей родине, малой родине, большой нашей родине, они как раз и могут быть воспитаны. И вижу, что как раз те, кто принимает участие в наших проектах, это все настоящие патриоты. Поэтому всем большое спасибо и больших успехов в 2023 году. Спасибо.